esam ieradušies Predjamas pilī. Dievs, kas tur pa kāpumiem. Parkingi. No, es ar te jau tikets un... te ir tikets, te jāiet biļeti nopirkt ir, Nu, skaidrs. Ok, suņiem nevar, tāpēc viss nav priekš mums viens. Pie Predjamas pils. Man kabatā skan audio gids krievu valodā, tā kā varbūt, ka jūs ar kaut ko varēsiet dzirdēt. Vienreiz mēģināšu pastāstīt tālāk. Biļeti maksā 21 eiro. Ir man izlaid ārā. Un es tagad eju viens pats. Izstaigāšu, izfilmēšu visu un parādīšu Indrai un jums arī. Jau ir iespaidīgi. Ir iespaidīgi. Уважаемые посетители, мы рады приветствовать вас в Предьяме. Добро пожаловать в Предьямский замок, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой замок, построенный в пещере. Рыцарская обитель расположилась под 123-метровой скалой. Необычная архитектура и внутреннее расположение помещений, подчиненные целям обеспечения безопасности, а также совместное творчество природы и человеческих рук будут сопровождать нас на все время осмотра этого уникального замка. Защищенный стенами пещеры, укрепленный ее разветвленными тоннелями, Предьямский замок и сегодня остается ярким представителем своего времени. Начальная постройка датируется XII веком, то есть периодом владения Армелийского патриархата. Самый известный обитель замка Эразм Предьямский жил здесь во второй половине XV века. Его имя прославила известная легенда, связанная с этим замком. Внешний облик замок приобрел в конце XVI столетия, когда им владело семейство Кабенцев. Надолго перешел во владение семьи Коронини, а его последними хозяевами стало семейство Виндишковец, потомки которого жили здесь до конца Второй мировой войны. Вскоре после окончания Второй мировой войны замок был национализирован и открыт для посещений. Предьяма также вторая по величине система пещер в Словении, где живет 14 сортов летучих мышей. Самым известным жителем замка остается Эразм Предьямский, рыцарь из рода Люэгер. Его часто называют также славянский Робин Гуд. Портрет на стене – работа славянского художника Лойзе Перко. Судебная комната. Каждый владелец замка обладал также судебной властью, поэтому оборудовал в замке помещение для суда. За закрытой дверью в стене находилась 60-метровая яма, которую, вероятно, использовали для приведения в исполнение смертных приговоров. Через проем в стене можно попасть в пыточную комнату и тюрьму. Мы находимся в средней части замка, в которой расположены самые большие залы. Раньше в них жили семьи владельцев. Мощные стены толщиной в 168 сантиметров обеспечивали безопасность. Терраса. С террасы нам открывается вид на всю долину. Если мы посмотрим наверх, то увидим, что замку практически не нужна крыша. Насмехаясь над осаждающими замок, Эразм даже бросал еду со стен замка и посылал ее в стан врага со своим слугой. На Пасху он поставил им, среди прочих блюд, половину запеченных флала, а весной, когда поспела черешня, угостил их индейцем. Tāds teredz, ka tas kupols pār tai pilī. Tikko man uz galvas kaut kas uzpilēja, es domāju, varbūt kāds no tiem putniem, bet nē, te kaut kāda arī ūdens piliena pilna no augšas lejā. Un šeit ir bijusi tualete. Это наименее безопасное и защищенное место во всем замке. Ядро катапульты попало в туалетную комнату и под своей тяжестью обрушило стену, которая погребла под собой Эразма. У входа в туалет можно увидеть каменные ядра. Большие ядра для катапульты были найдены в замке. Они датируются XV веком. Пушечные ядра поменьше, несколько младше.
В этих краях природа оставила человеку мало простора, поэтому ступеньки, ведущие на малую террасу, очень высокие и крутые. Однако их стоит преодолеть ради прекрасного вида, открывающегося с террасы. Отвесная стена с многочисленными нишами и естественными коридорами была настоящим вызовом. Пожалуйста, будьте особенно внимательны по пути вниз, так как преодоление этой лестницы уже большой подвиг. Каминная. Это была единственная отапливаемая помещение, отапливалось с помощью камина, который позднее заменили более эффективные кафельные печи. Топка находилась снаружи, в коридоре перед комнатой. Именно это единственное теплое помещение служило также спальней и ванной. Помимо готического потолка, капеллу также украшает пьета, скульптура начала 15 века, изображающая Богоматерь с Иисусом на руках. Капеллан, живший в этом помещении, заботился о душевном благополучии жителей замка. Nu jā, te pārsteidzoši tie skati te pa tiem, pus pa klinti, pus pa pilti staigāt. Tas ir vispār forši. Pasties, nu, ķērpi kaut kādi tur, papardes, nevar saprast, ja tās tagad ir mākslīgās tur pielipināts. Varbūt, ka dabīgās, ne? Jā. Mums ir 88. И службы гарнизона замка. Сегодня здесь можно увидеть копии многочисленных видов старинного оружия и другого оборудования замка. Здесь представлены как самые большие и ценные экспонаты, например, защитные шлемы, так и совершенно обычный столовый прибор. В стене вы можете увидеть небольшой колокол, который когда-то оповещал жителей об опасности и о необходимости готовиться к возможной битве. Сегодня он играет иную роль. По легенде, колокол исполнит самое сокровенное желание любого, кто в него позвонит. Отсюда нам открывается прекрасный вид на всю долину. Здесь находился главный наблюдательный пункт. Вид, открывавшийся замка в те далекие времена, был совершенно иным. Вокруг, так далеко, как простирался взгляд, не было ни деревьев, ни кустов. Слишком опасно было подпустить врага к замку незамеченным. Мы пришли к замку. В средние века проходила не так высоко. Вероятно, она проходила вдоль реки по дну долины, а затем круто взбиралась ко входу в замок. Скальная стена в этом помещении хорошо демонстрирует разнообразие карстовых явлений. Через отверстие в стене пещерный тоннель ведет к пыточной комнате. Это настоящий лабиринт. Kur te teica? Tur ir tas labirints. Tur lejā tā moku lāve, ja? Kāds te? Loži dzīvo te mierīgi. Jā. Tas karsta kriteņa klintis. Tās te visiem tiem dobumiem. Tāpēc arī tur tā salas tās postojamas ir. Здесь начинается пещерный замок, полностью расположившийся в карстовой пещере вдалеке от противника, укрытый от его стрел скалами и дополнительно защищенный подъемным мостом. По останкам пещерного замка мы можем судить о том, что также эта часть пещеры предоставляла убежище местным жителям и обеспечивала их безопасность. Замок был построен в XIV или XV веке и служил последним укрытием и защитой обитателям замка, когда врагу удавалось прорваться через главные ворота. Полностью сохранилась только передняя стена, которая надежно закрывает вход в пещеру. В стене мы все еще можем увидеть два окна, позволяющие нам представить, как выглядел замок раньше. Непосредственно над первым окном хорошо просматривается бывшая граница между этажами все выше на самый верх. Apelēšana ir. Redz, kāds superīgs. No šejienes tad. Здесь находится высшая точка нашего пути. Ступени поднимаются еще выше, но та часть закрыта для туристов. Именно здесь по потайному ходу ходила разом за едой и, конечно, за черешнями.
Водосборники, прикрепленные к потолку и стенам пещеры, собирают капли воды в специальный резервуар, откуда она раньше по каменным канальчикам поступала в нижние этажи. Пожалуйста, спускаясь вниз, будьте осторожны, так как ступеньки могут быть скользкими из-за высокой влажности и большого числа посетителей. Šī ir viena no tām iespaidīgākām vietām, man liekas, pilī, kur var redzēt, kā tā klints te augšā ir. Nekā. Nu jā, padārgi te viss ir, protams, kā jau Slovenijā, bet īstenībā tas bija to vērts. Kanāliņiem te ūdens no augšas. Nācis lejā, te redziet. Mēs laiku no augšas no kalna ūdens. Jā, te viņš ir lejā. Svaigais ūdens, kur nav bijis iespējams saindēt. Рыцарский зал, вероятно, лучше всех остальных помещений в замке, передает средневековую атмосферу. Сегодня, как и в старые времена, потолок покрыт воловьей кровью, служившей отличным средством для защиты дерева. В стенах можно увидеть готические ниши. Длинный бархатный занавес на стене, помогавший в борьбе с влагой и холодом, закрывает небольшой тайник, в котором раньше хранились важные документы хозяев замка. У выхода из зала можно увидеть небольшое пространство, огороженное решеткой. Это был загон для охотничьих собак. Pagrabs. Здесь была кладовая для продуктов. И именно здесь, в далеком 16 веке, жители замка в спешке спрятали свои драгоценности. Золотая посуда, кубки с филиграновой отделкой и небольшая водяная мельница были найдены здесь в подполье. Сегодня эти драгоценные предметы хранятся в музее в Постойне. Возможно, мы никогда не узнаем, что же так напугало обитателей замка, вынудив их завернуть свои драгоценности в простую тряпку и наскоро закопать в подвале. На каменном саркофаге высечено имя Hugo Альфреда Виндишгреца, который, однако, похоронен в семейном склепе в Вене. Виндишгрецы были последними в длинном списке хозяев замка. Они использовали замок в качестве охотничьей резиденции, что сообщило ему соответствующую атмосферу. Man ekskursija pa Predjammas pili beigusies. Esam te tuvu pie izejas. Te mums ir vēl redzams ģerbonis pēdējiem pils īpašniekiem. Nu viss, dodamies mēs projām. Jā, tā kā šeit milzīga rinda sastājusies vēl ar gribētājiem tikt iekšā. Tā kā īstenībā ļoti labi, ka mēs bijām pašā sākumā. 10. atvērās un tam mēs tikām ar pirmo tūri iekšā. Mēs esam pilsētā Postoina. Te viņš te it kā bija nozīmēs bike parks. Te ar riteņiem laikam. Raukā. Vismaz suņus te varēja palaist vaļā. Jūras tikmēr. Kāds bike parks. Jūras tikmēr staigā pa pili, Predjammas pils, kaut kāda armijas daļa, diezgan liela teritorija. Mēs tagad esam apgājuši riņķī tajā armijas daļā. Nākat. Kur te ir. Jā. Nu labi, atbraucam pretī uz to alu un tad redzēsim, jā, kā te viņi laiž tā. Pa tiem šauriem celiņiem tādā īstenībā hodā diezgan lielā. Nu, kāds kaut ko pabrauc apakaļ, pamainās. Tā kā īstenībā, ja jūs taisaties braukt uz šejienu, bet šī ir laba doma. Nevis pašiem braukt ar savu mašīnu, bet noparkoties tur pie alām. Ja tur ir vienkāršāk tā būšana, un pēc tam paņemt šitur šatli. Viņš te gāja diezgan bieži par 2 eiro. Tas arī ir lētāk nekā, teiksim, privatā mašīna noparkot. Un mūsu jau būtu iespējams prasījuši par 12 eiro. Jā, tā. Jo kemperiem prasa 12 eiro.
Tie trakie velosipēdisti. Es neiedomājamākās vietās jūs var braukāt. Šeit ir tādi sportisti, bet ir vēl tie velotūristi, kas vienkārši braukā apkārt. Pilnīgi zīme bija uzmanīties. Nāk pretī, un tad nav kur spruktīs. No šeit te laikam akcijas tagad paši. No tūlītām būs Portoroži. Tā ir Adrijas jūra, ja? Reikā labi skati. Portoroža.